Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. В мобильном многопрофильном госпитале Южного военного округа, развернутом в Сухуми, приняли первых пациентов. В республике изменилась цена на сжиженный газ, но дефицита данного вида топлива нет. В Минсельхозе продолжает работу конкурсная комиссия по рассмотрению заявок предпринимателей на государственную поддержку агробизнеса в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Упрощен порядок получения прописки для добровольцев Отечественной войны народа Абхазии, а также граждан Абхазии, проживающих за пределами республики. Соответствующий указ издал президент Аслан Бжани. Согласно документу, независимо от норм жилой площади, в жилые помещения государственного и индивидуального жилищного фонда страны прописываются граждане Абхазии, являющиеся добровольцами Отечественной войны народа Абхазии, члены их семей, а также граждане Республики Абхазия, являющиеся представителями абхазской диаспоры. Министерству внутренних дел поручено привести свои нормативные правовые акты в соответствии с настоящим указом. Российский военный госпиталь, развернутый на территории пансионата «Айтар», принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией. В распоряжении медиков самое современное медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. Репортаж Шазина Ханагуа. Российский военный госпиталь начал прием пациентов с половины 9 утра 19 августа. Сюда приходят не только те, у кого подтвержден COVID-19, но и те, у кого есть симптомы. Все больные сначала попадают в приемное отделение, расположенное в одной из медицинских палаток. Здесь им измеряют давление, температуру, сатурацию, делают снимки и вносят данные в историю болезни, после чего пациент поступает в отделение. Среди госпитализированных в первый день работы госпиталя были пациенты с пневмонией. На данный момент мобильный госпиталь начал функционировать на 100%. С утра мы уже приняли более 15 человек, из них 4 человека госпитализировано в средней степени тяжести. Все необходимые мероприятия проведены. Часть пациентов у нас приходит уже с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Другие пациенты уже имеют просто симптомы данного заболевания, которые в последующем будут уже либо подтверждены, либо опровергнуты. В распоряжении госпиталя самое современное медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория. На момент съемок в госпиталь из Ткварчалской больницы поступила пациентка 1959 года рождения. Сегодня мы привезли больную из Ткварчальской больницы, средней тяжести, больная. 10-й день болеет и нуждается в помощи. У нас в Ткварчале нет такой обслуживания, как вообще в Гудаутах и здесь. Госпиталь осуществляет прием больных круглосуточно. Ответы на ПЦР-тесты можно получить на следующий день. Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Рассчитан на 100 койко-мест. При необходимости есть возможность оборудовать еще 50. Работа многопрофильного мобильного госпиталя позволит разгрузить центральные районные больницы и оказать помощь многим ковид-больным. Шазина Ханагуа, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Правительство Абхазии готово провести комплексное исследование, чтобы выяснить причины частого выхода из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. На такой шаг абхазское правительство вынудило пойти распространяемые в СМИ и соцсетях комментарии вокруг ситуации с томографом. В ходе исследования планируется определить техническое состояние аппарата и его комплектующих и проверить энергетическую составляющую возникшей проблемы. Разумеется,
проблемы в устойчивом электроснабжении могут влиять на работу технических средств, но они с учетом очевидной и неочевидной истории данного КТ могут и не быть причиной его частых поломок, отметили в пресс-службе правительства. Кабинет министров Абхазии готов привлечь к исследованию независимых специалистов, включая производителя томографа. В пресс-службе правительства подчеркнули, что вопрос с КТ-исследованием пациентов Гудаутской ЦРБ в любом случае будет решен. Также в пресс-службе заявили, что комментарии и заявления вокруг ситуации с томографом похожи на умышленную политизацию проблемы. В Санкт-Петербурге состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Узган с руководством «Газпрома» и «Газпромпромгаза» по вопросу разработки генеральной схемы госснабжения и газификации Абхазии. Сообщает пресс-служба Минэкономики. В ближайшее время абхазская сторона получит проект технического задания, проект договора и проект дорожной карты. Средства на разработку генеральной схемы предусмотрены в рамках июльских корректировок инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы. Уже в этом году будет заключен контракт и выплачены авансы. Срок реализации проекта по предварительным данным экспертов составит 11-12 месяцев. В сентябре текущего года для проведения переговоров по вопросу реализации проекта газоснабжения и газификации Абхазию посетит делегация подрядчика «Газпромпромгаз». В республике изменилась цена на сжиженный газ. Ощущается ли в связи с этим дефицит данного вида топлива и сколько сейчас стоит баллон газа? С этими вопросами мы обратились в республиканское унитарное предприятие «Абхазтоп». Репортаж Гугут Савардания. В государственном унитарном предприятии «Абхазтоп» утверждают, дефицита газа для населения республики не будет. Несмотря на то, что некоторые поставки сжиженного газа немного задержались, уже заключен договор на дальнейшую его перевозку в Абхазию. 2 вагона находятся в Абхазии и 1 вагон уже в Адлере. Общее количество 105 тонн. Этого количества хватит минимум на 2 месяца. То есть дефицита газа для населения не будет. Однако то, что цена на него возрастет, это факт, и на это есть свои причины. Самое главное – рост цен на газ в России, так же, как и в случае с бензином. Повысилась закупочная цена на газ. Если раньше мы получали газ по 38 тысяч рублей за тонну, то тот, который сейчас пришел, он 58 662 рубля за тонну. Вот с этим будет связано повышение цены, но пока такого решения нет. Решение о том, сколько будет стоить баллон газа в республике, еще не принято и поэтому не установлено. Этот вопрос в ближайшее время должны обсудить на заседании Кабинета министров. У Абхазтопа на этот счет свои прогнозы. Если раньше стоимость одного баллона составляла 680 рублей, то сейчас возможная цена 1020 рублей. А если учитывать его выгрузку на дому, за которую берут 70 рублей, то около 1100 рублей. Если возросла закупочная цена, естественно, продажная должна возрасти. Дешевле газа нет. Абхазтоп закупает газ в России непосредственно у компании «Нефтегаз Сочи», с которой сейчас и заключен договор на покупку 67 тонн газа по цене более 58 тысяч рублей за 1 тонну. Что касается ввозного НДС, то на сжиженный газ его нет. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Минсельхозе республики продолжает работу конкурсная комиссия по рассмотрению заявок предпринимателей на государственную поддержку агробизнеса в рамках целевой программы развития сельского хозяйства на 2021 год. Как рассказал в нашей программе первый вице-премьер-министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, по итогам заседаний комиссии и выездов на места расположения предприятий конкурсантов отобраны 28 частных проектов из 40 заявленных на сумму порядка 35 миллионов рублей. По мере поступления проектов, по мере их соответствия нашим проектам, они будут осваиваться. Пока мы, к сожалению, средств еще не выделили, мы, в принципе, средства заявителям на руки не выделяем, мы проводим все работы.
работы по проведению агротехнических мероприятий, по переработке, по строительству. Мы подключили Абхазстрой, они сметы, проекты нам подготовили, мы подключили МТС, и время они проведут работу. Ну, а таким образом, заявители, которые хотят так работать, они остались, и они готовы, они довольны. Мы сегодня ездили к одному из тех, кто предложил нам приобрести животноводство, то есть по направлению животноводства, то есть КРС. И мы со специалистами выезжали, вот в Вишерах смотрели тот, который для продажи производит их. Ну, если получится, если он выиграет тендер, то мы у него приобретем для наших заявителей. Это 6 проектов по животноводству. Вот таким образом проходит конкурс. А те проекты, которые выбраны, насколько они важны? Они важны все направления. Там есть растениеводство, то есть закладка многолетних садов, там наших субтропических культур. Есть переработка, несколько проектов, например, скажем, сухофрукты. То есть я вам скажу, что где мы были и где приоритет продается тем, которые уже что-то начали делать своими силами. Например, переработка в Гаграх. Вот, семья занимается заготовкой сухофруктов. Из тех видов фруктов, которые у нас есть, киви, яблоки, мандарины, они прекрасные сухофрукты делают, которые очень востребованы, особенно летом. Вот им нужно немного расшириться, чтобы они могли более объемно производить. В этом мы им помогаем. Небольшие суммы, 300-400 тысяч, до миллиона, до 500 тысяч. Вот такие суммы, такие проекты у нас проходят. Сотрудники управления внутренних дел по Гагарскому району совместно с МЧС Абхазии с вечера 18 августа вели поиски туриста из Казани Камиля Фатахова, 2006 года рождения. Сообщение поступило на пульт дежурного 18 августа в 19:45. 19 августа Камиль Фатахов был обнаружен в районе Хашупсинского каньона с травмами челюсти, ноги и плеча. По словам подростка, он сорвался в каньон во время прогулки. Пострадавший доставлен в Гагарскую районную больницу. В поисках был задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС Республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники ПСО Гагры. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 20 августа, в Абхазии ожидается переменная облачность. С полудня возможен дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем 23-28. Температура морской воды плюс 27. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.